Обновление парка легкового транспорта началось по истечению 7 лет срока амортизации. И программа у нас рассчитана обновление с 22 по 26 год. На сегодняшний день обновление транспорта составило количество 55 единиц. Используют авто на территории горно-обогатительного комбината как для перевозки персонала, так же как и для перевозки инструментов и также оборудования, каких-либо запчастей. Легковыми автомобилями могут управлять работники, имеющие водительскую категорию «Б». Соответственно, лица по подразделению подают заявку в отдел обучения и в транспортный отдел для прохождения обучения на внутренние права. В отделе обучения и развития проводится теоретическое обучение и с приемом экзамена по окончанию теории. После успешной сдачи теории проводится практическое принятие экзаменов, который проводит транспортный отдел. После успешного прохождения обучения на внутренние права работник закрепляется за конкретным автомобилем и вносится в базу данных приложения QR-кода для заполнения чек-листа при выезде на линию. Перед началом движения и маневрирования необходимо подавать звуковые сигналы, такие как «вперед» – один сигнал. Нет, ошибся, да. Сдал экзамен. Дорожное движение отличается тем, что в первую очередь это дорожное покрытие, а это именно грунтовые дороги. Перед началом движения также здесь необходимо подавать звуковые сигналы. Также машина оборудована проблесковыми маячками, флагштоками и светоотражающей лентой вокруг автомобиля, а также радиостанцией. В карьере также большегрузный транспорт имеет приоритет движения перед легковым автомобилем. В случае необходимости совершения какого-либо маневра необходимо согласовать данные действия по рации.